удивительно, что в наше время есть люди, изучающие и серьезно работающие со сказками. Мы знаем, что сказки научили нас многому – верить в чудеса. Без них жизнь была бы серой. И в обычной жизни встречаются золушки, красавицы и чудовища, другие персонажи. Как и зачем работают со сказками? В беседе с фольклористом Надеждой Павловой. В 2018 году, например, мы ездили в Намский Улус, готовясь к Сехо Олонхо, который проводился в 2019 году. И мы готовили несколько книг по Олонхо. И заодно, чтобы подготовить книги, начали собирать в 2018 году фольклорные материалы, в том числе и якутские сказки. До этого мы ездили в Жиганский Улус с целью проводить вечер якутских сказок. Этот вечер назывался Арайбирде. Рассказывали не только якутские сказки, еще рассказывали древние предания, легенды, ну и охотничьи рассказы. Но, к сожалению, с каждым годом, сказки очень мало рассказывают. Большинство из устных жанров, прозаических жанров, рассказывают больше всего предания. Предания, легенды, ну и рассказы, воспоминания. По-другому их называют мемораты. Да? И хотелось бы обратиться к народу, чтобы якутская сказка не угасала, чтобы они помнили то, что рассказывали их бабушки, дедушки. И хотелось бы, чтобы сказка из поколения в поколение, из уст в уста передавалась нашему народу. Ну в качестве эксперта я оценивала, какие сказки сохранились, какие информанты рассказывают якутские сказки. Да? И в 2011 году и 2013 году я с коллегой Светланой Дмитриевной Мухоплевой съездили в Анабарский Улус и в Алайховский Улус. Да? И тоже там мы собрали несколько сказок, помимо других жанров. И там я пришла к выводу, что у северных народов сохранились сказки о животных. Ну, как мы знаем, сказки они подразделяются на несколько видов. Это сказки о животных, волшебные сказки и бытовые сказки. Да? По локальным особенностям, если оценивать, да, то у северных народов Якутии сохранились именно сказки о животных. Говорит ли это о том, что они ближе к природе? Да, вы верно отметили, что это зависит от образа жизни жителей этого района. Да? Они более близки к природе, они больше охотятся, да? Занимаются своим традиционным ремеслом, можно сказать. И поэтому они, наверное, эти сказки сохранились. В центральных районах бытуют больше волшебные сказки. Например, в том же Намском Улусе, где мы побывали в 2018 году, очень большое количество текстов мы собрали по сюжету Бейберекяна Мяхси. Старушка Бейберекян с 5 коровами. То есть из 12 сказок, как я помню, 5 сказок были посвящены именно сказку Бейберекяна Мяхси. А сказка Бейберекян, она входит в волшебные сказки. В 2015 году я защитила диссертацию свою на тему «Якутская волшебная сказка. Основные сюжеты и сюжетный состав и основные образы» в Республике Дагестан, в Институте языка, литературы и искусств Дагестанского научного центра. Там в то время был открыт диссертационный совет по фольклористике, поэтому я решила там защититься. И конечно, сейчас я пишу монографию на основе своей диссертационной работы и надеюсь, в ближайшие годы оно увидит свет. Вы
именно Дагестан, получается, не везде можно, да, защитить? Не везде, не везде. Сейчас вот, как сказать, в условиях глобализации, оптимизации, как говорится, да, вот диссертационные советы закрываются. Раньше мои коллеги защищались в Улан-Удэ, в Республике Бурятия, да, в Институте монголоведения, тибетологии и буддологии называется этот институт. Сейчас в этом институте вот, диссовет не работает, к сожалению. Ну, вот требования к членам диссовета ужесточается, требований очень много. Ну, вот, поэтому, как сказать, соответствующих диссоветов именно по фольклористике. По другим дисциплинам, конечно, есть в других городах, да, но вот по фольклористике диссоветов очень мало. Как я знаю, сейчас диссовет по фольклористике работает в Москве, в Институте мировой литературы. А еще какие удивительные открытия вы сделали для себя лично в ходе исследовательских работ? Угу. Ну, моя тема была посвящена именно волшебным сказкам, якутским волшебным сказкам, да. И я пришла к выводу, что якутская волшебная сказка, она более близко вот якутскому героическому эпосу Олонхо. В отличие от других вот бытовых сказок и сказок о животных, да. Потому что в волшебных сказках есть очень много волшебных сюжетов и мотивов, да, которые присутствуют тоже в Олонхо. Например, в Олонхо есть волшебный помощник. Волшебным помощником является конь, лошадь. Вот, конь помогает при преодолении вот, больших расстояний, да, герою, да, советует, спасает от абасы, от вот этих чудесных противников, да. И также вот в сказках, как показало исследование, конь является вот именно основным помощником главного героя. Ну вот, когда оканчивала Якутский государственный университет, я окончила факультет якутской филологии и культурологии, и темой моей дипломной работы была, ну, тема дипломной работы была посвящена якутскому героическому эпосу Олонхо и хакасскому героическому эпосу Алыптых-Нымах. Это был сравнительный анализ их сюжетов, образов и поэтических средств. Да? И написав дипломную работу, оппонентом выступила сейчас моя коллега, но в то время она была заведующим отделом Олонхо Института гуманитарных исследований Академии наук Республики Саха-Якутия Светлана Дмитриевна Мухоплева. И вот, прочитав мою работу, оценив положительно, она пригласила меня и посоветовала поступить в аспирантуру Института гуманитарных исследований. Да? Но я, конечно же, очень обрадовалась. Моя мечта была быть исследователем, да, что-то открыть. И, конечно же, я согласилась, и они меня взяли на работу в отдел Олонхо младшим научным сотрудником. И вот, конечно, первым вопросом стал, какую тему я выберу. Или продолжать вот тему дипломной работы, или взять новую тему. Ну вот моя коллега Светлана Дмитриевна посоветовала взять тему исследований якутских сказок, потому что в то время никто не занимался исследованием якутских сказок. А Олонхо уже занимались некоторые сотрудники этого института. Ну вот мне пришлось поменять тему, и вот как раз, когда мы разговаривали по этому вопросу выборки темы, да, когда я вот как раз согласилась взять эту тему, в кабинет зашла бывшая наша коллега Мария Николаевна Чачковская, и в руках у нее была старинная книга «Якутские сказки», составленная первым якутским фольклористом Георгием Устиновичем Эргисом. И в этой книге были включены несколько указателей, указателей сказочников, указатель сюжетов якутских сказок, указатель мест, вот, где вот были зафиксированы эти сказки. Да? И вот это как бы, как сказать, явилось для меня знаком
знаком то, что мне нужно, оказывается, вот, заняться якутскими сказками. И мне пришлось все заново как бы изучить библиографию, литературу, ну, в общем, материалы, посвященные именно якутским сказкам. Ну вот, хочу тщательно исследовать именно вот сюжетные параллели, образы якутской волшебной сказки, ну вот, Солонхо. Более, как сказать, глубоко и охватив много материала, хочется продолжить вот это исследование на основе Олонхо и якутской волшебной сказки. Сделать более такой глубокий сравнительный анализ этих сюжетов и образов, а также вот традиционных формул, ну, поэтики этих эпических жанров. А вам снятся сказки? Сказки нет, не снятся. А так, конечно, как сказать, якутские сказки, они отличаются тем, что в них отражается мировоззрение нашего народа, да? И вот в 2013 году я ездила в Республику Литва, в город Вильнюс, чтобы получить консультацию, научную консультацию у известного сказковеда, известного фольклориста Бронислава Петровны Кербелити. У нее есть своя уникальная систематизация, классификация сказок. Она свою жизнь посвятила именно вот литовским сказкам, исследованию литовских сказок. Она вот работала более 40 тысяч текстами литовских сказок. И меня это очень удивило. Конечно же, я ей подарила вот текст якутских сказок, и она тоже была в восхищении, да. И вот некоторые сюжеты и мотивы, как бы в ее удивлении не подходили к ее систематизации. И вот один подраздел я посвятила своей диссертации именно вот по апробации этой системы Кербелити. Да? Ну, вот, одно из моих открытий, можно сказать, да, то, что вот систематизация Кербелити тоже как бы подходит нашим сказкам. Да? Первое удивление было то, что наши сказки, оказывается, являются архаическими сказками. Да? А архаические сказки, по мнению Кербелити, понимают только дети. А взрослые не воспринимают. Вот, я как бы, услышав это мнение, не сразу поняла. Да? И вот последние годы я вот занимаюсь методикой саморегуляции, да? И хочется еще глубоко изучить якутские сказки. Вот именно узнав, как же все-таки вот наш народ, да, наши предки, как они в древности думали, почему они вот сочинили, ну, можно сказать, да, создали вот эти сказки. А якутские сказки, некоторые, ну, большинство фольклорные сказки, они имеют вот жестокий характер. Да? Там есть и убийства, ну, вот. Отношение к смерти наших предков очень, как бы, можно сказать, простое. Да? А так взрослому человеку оно как-то не понимают, не воспринимают и не хотят, вот, чтобы читали дети. Слишком они жестокие, и чему они учат? Эти же страшилки, да? Они вообще не подходят к детскому чтению, так говорят многие взрослые. А вот узнав методику по саморегуляции, да, я как раз для себя открыла, что, оказывается, наши предки были очень мудры. То, что вот именно целью уберечь их от злых духов, защитить их. Вот якутские сказки, они именно исполняли эту функцию, оберегательную функцию. Да? Например, вот, как вы знаете, есть сказка «Медик Медгиян», да, «Шалун-шалунишка», и там этот герой убивает свою маму. Убивает свою маму, убивает младенца, убивает своего коня, но как-то герою все это получается
как-то легко, но целью создать какое-то добро. Конечно, взрослому человеку это непонятно. Непонятно. А оказалось, эта вот сказка, она играла как бы функцию именно принимания непринимаемых качеств. Мы же не принимаем, не понимаем убийц, да? Воров, вот, лгунов, дураков, глупых людей. Да? И именно вот эти сказки, оказывается, учили детей, учили молодое поколение именно принимать вот эти непринимаемые качества. И детское сознание, оно как бы отличается от взрослого, то, что они же не делят на плохое, на хорошее, они все воспринимают. Все воспринимают. И у них нет как бы нервного напряжения, да, когда они слушают. Ну вот, например, я в детстве тоже слушала эту сказку, и меня как бы не возмущало вот такие жестокие моменты. Ага. Ну, повзрослев, конечно, я тоже задала себе вопрос, почему вот якутские сказки, они такие жестокие. Некоторые возмущались, когда мы собирались включить сборник якутских сказок, вот именно сказки с этими сюжетами, да. Противились, протестовали, чтобы мы не включали эти сказки. Но у народа же есть эта сказка, поэтому наша задача сохранить и продолжить, передать нынешнему поколению то, что есть у народа. В сказках жизненные персонажи бывают. Много психологии, да, психологичных. Золушка, там, например, послушная девочка, красавица и чудовище. Ну, девочки любят таких мальчиков, в смысле, и хулиганистых, и в то же время могут исправить. На этот вопрос, я думаю, ответили бы психологи. А так я работаю именно, вот, как сказать, с текстами, да? С текстами, сюжетами, образами, вот, поэтическими средствами якутской сказки. А так, конечно, психотерапевты, психологи советуют больше читать, слушать сказки. Они все равно имеют как бы функцию от нынешнего психолога, да, психотерапевта. Недаром есть сказкотерапия, да, вот с помощью сказок можно работать вот с душевно больными людьми, да, и даже с детьми, которые находятся вот в трудном положении. И вот внутреннюю агрессию именно снимают вот эти сказки. С помощью сказок можно освободить детей от, как сказать, от внутренней агрессии, от обид, от негативных вот этих установок. И в этом плане вот древние сказки, даже Олонхо, оно как бы играло, замещало вот именно вот эти психологические сеансы, психотерапевтические сеансы. И вот когда я писала дипломную работу, да, по Олонхо и хакасскому Алыптых-Нымах, там я написала о том, что у хакасов, оказывается, был древний обряд, где вот во время похорон исполняли Алыптых-Нымах, то есть свой греческий эпос, да, и именно во время похорон. Потому что у человека, который потерял близкого, да, у того терялась вера в жизнь, да, чтобы пробудить жизненную силу, они исполняли вот Алыптых-Нымах, и они думали, что Алыптых-Нымах имела вот магическое действие. И вот в методике по саморегуляции там мы тоже знаем, что, и в любых психологических, психотерапевтических сеансах человек проходит, когда он освобождается от внутренней агрессии, от обид, да, проходит три эмоциональных состояния. Это вот спокойное состояние, когда он делает как бы сознательный запрос, да, и когда он уже вот освобождается от обиды, от внутренней агрессии, там
он испытывает нервное напряжение. И в конце сеанса, освободившись от этого, у него появляется чувство легкости, ну вот эйфория, да. И такое же состояние люди испытывали, когда слушали олонхой сказки. Да? Вот сказка начинается, например, «Былыргыджилым, бараман мында тыгар, уркуджилым, хсулулах орга тыгар». Вот олонхо тоже так же начинается. И спокойное состояние, да, тем самым. А в середине эпоса, сказки, там герой сражается с абасы, да, и там, конечно же, человек, слушатель, испытывает нервное напряжение, да, и там есть слова проклятия, да, они ругаются, бьются, земля содрогается, а потом в конце герой побеждает своего врага, ага, и вот все там счастливо, богато герой живет, да, вот финальные формулы обычно так заканчиваются, да, и вот в психологических, психотерапевтических сеансах тоже в конце, как мы отметили, человек испытывает вот чувство легкости, эйфории. Ну вот эти вот составляющие, 3 эмоциональных состояния испытывали слушатели и во время олонхо, и во время сказок, и вот в наше время мы испытываем, вот как проходя именно вот сеансы вот эти. Оказывается, в древности вот олонхо и сказки, они вот именно исполняли вот эту функцию. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Если вдруг вы сами сочиняете сказки, поделитесь с нами.